Исянус Издуслар. Сегодня мы собрались, так сказать, организовали политическую кухню за маленьким столом, втроем, 3 представителя. Это Касе, он представляет черкесское национальное движение. Это Батыр, он представляет Айрат-Калмыкское национальное движение. Многие друг друга знают. И меня зовут Иршат, я представляю партию Халык Янарыш Татар Халык партиясы, возрождение татарского народа. Я тебе задам вопрос такой, да? Скажи, пожалуйста, что важнее, Калмыкия или калмыки? Вообще это, конечно, 2 нераздельных понятия. Вообще в исторической перспективе, в перспективе ближайших, скажем так, 50-100 лет, я думаю, разрывать народ и республику нельзя, потому что любой народ, за исключением, может быть, многомиллионных Через народов, 100 лет можно будет. Может быть, но сейчас любой немногочисленный народ обречен на ассимиляцию, вырождение и исчезновение вне границ, вне своей государственности. Мы можем посмотреть, как это происходит в Америке. Представители очень многих народов 2-3 волнами попадали сюда, в Штаты, я имею в виду народ Российской империи, Советского Союза, современной России. И так получалось неизбежно, что в 3-4 поколении потомки тех, кто эмигрировал, скажем, в годы Гражданской войны или после окончания Второй мировой войны, переставали быть представителями народов их ближайших предков, то есть родителей, дедушек, бабушек. Поэтому мы можем сохранить свою культуру, язык, просто сохраниться демографически только в рамках своих национальных государственностей, республик сейчас в составе федерации, но в перспективе все-таки в составе независимых государств. И самое главное, что развитие наше во всех отношениях, экономическом, политическом, образовательном, культурном и так далее, возможно только в рамках своего независимого государства. В составе российского государства и в рамках российской государственности наши народы в любом случае будут подвержены ассимиляции. Касе. Я полностью с Батыром согласен в части того, что невозможно этот вопрос разделять. Более того, я хотел бы сказать, если говорить, например, о калмыках, без калмыков и калмыки не будет. Это одно целое, это то же самое, как по-живому резать живой единый организм. Относительно будущего и перспектив, каждый из нас, наверное, лучше знает свой народ. Я буду говорить за свой народ, не обобщая. Мы, черкесы, достаточно большой путь прошли за 160 лет последние с момента оккупации нашей Родины. И можем четко для себя сейчас сделать железобетонные, как модно сейчас говорить, выводы относительно России и Российской империи. Российская империя, завоевав и оккупировав, поступила в буквальном смысле чудовищно в отношении моего народа, подвергнув его фактически настоящему геноциду, уничтожив и депортировав 90% с ее исторической территории. Когда-то на всех средневековых картах была всегда Черкесия, и с середины 19 века Черкесия исчезла с лица земли. Но многие думали, что мы исчезнем полностью, потому что ассимиляционные процессы для многих людей, ученых, просвещенных людей еще в 19 веке было понятно, что 1-2 поколения и все исчезнут. Кстати, такие цели ставили и российские администраторы, политики, общественные деятели. Безусловно. Да. И мы тут не уникальны, черкесы, в этом отношении. Это ассимиляционная политика, вообще сама система империи российской. Российская империя, она чуть-чуть отличается от империи классической, которую мы можем наблюдать в истории, от британской империи, от французской и так далее.
А чем она отличается? Отличается своей спецификой. Больше крови, Своей спецификой. Заборских больших колоний у России никогда не было. Россия поглощала Аляска. Она поглощала соседей. Аляска – это тоже продолжение руки через Берингов пролив. Она поглощала все, что вокруг нее, и все, что с кем сталкивались. Это такое... Это напоминает раковую опухоль. Но она не могла покорить, допустим, дальние страны, потому что она была на суше. Это же два полярных мира. Суша и морские державы. Правильно? Это два. Безусловно. Вот. Морской державой Россия стала гораздо позже. Да. Единственное, вот с морской державой, когда они они начали, это как раз это покорение Аляски. Русские-то истребили 1/3 часть Аляски. Я хотел бы тут очень важный момент, как я считаю, отметить, что мы за 160 лет прошли 3 формации государственного преустройства. То, что называется Россия. Это была Российская империя, затем уже Советский Союз. Были большие надежды после 17 года, после Первой февральской революции, после Октябрьского переворота большевиками. У многих народов возникла иллюзия. Вот эти большие лозунги: земля крестьянам, заводы рабочим. И когда провозгласили право нации на самоопределение, это в буквальном смысле те образованные, ту интеллигенцию, которая у нас имелась на тот момент, в буквальном смысле взбудоражило сознание. Сознание того, что нация наконец-то может обрести некую субъектность и обрести некое продолжение как государство, вплоть до независимости. Или взаимоотношения. 91 год. Мы снова сталкиваемся. Это тоже была революция, тоже была некая социальная, политическая революция. И у нас снова возникла такая надежда. Да, в тот момент мы, черкесы, не провозглашали намерений о своем суверенитете, о том, что мы должны отделиться от России, поскольку у нас много еще других проблем было. Но были субъекты федерации, в частности Татарстан, Башкортостан и Чеченская республика, которые провозгласили свою независимость. Нет, превозгласили почти что все. Намерения, по крайней мере, было. Да. Чеченская республика. В каждой республике была принята декларация о суверенитете, которая как раз подразумевала и независимость. Просто все эти декларации остались на бумаге. Да, и только в Татарстане провели референдум. Да. И в Чеченской республике провели референдум. Это очень важно отметить. И юридически Татарстан, Чечня или же Калмыкия ничем не отличалась по своему статусу. По статусу ничем не отличалась от республики Беларусь, Украина, Узбекистан, Киргизия и так далее. И каждый из нас юридически мог воспользоваться этим правом и выйти из состава. Насколько я знаю, я насколько знаю про Татарстан, что Горбачев намеревался, потому что при Советском Союзе татарские власти несколько раз обращались, чтобы им предоставили союзный статус, потому что экономика, ВВП где-то опережала 7 или 8 союзных республик. Но я, насколько знаю, они не добились. Горбачев уже хотел, но потом случился путч. И Речь чуть-чуть о другом идет. В своем региональном законодательстве, прежде всего в этих декларациях, они реорганизовали наименование. То есть республика была раньше автономная, а они сделали... Нет, это сами республики. Сначала, Советская Социалистическая Республика. Просто главная мысль, к чему я это веду. Дело в том, что юридически приравняв все автономные республики по статусу наравне с союзными республиками Украины, Беларусь, Казахстана, эти субъекты, в том числе Татарстан, Калмыкия, Чеченская республика, Ичкерия, Чеченская республика, имели такое же право на сецессию, и она ими
примеру, чеченцы воспользовались, провели референдум, но затем, что мы увидели, империя стала чуть-чуть окрепнув, буквально это прошло 2-3 года, и ввела войска, и 2 кровопролитнейших войны в Чечне. Я считаю, допустим, да, вот у нас такой лозунг, да, сначала татары, Татарстан, а потом все остальное. Потому что у нас, к сожалению, у татар, допустим, да, это считается же, что это второй народ мы, да, в этом болоте, да. Вот. Но русские очень часто нас используют это выражение как второй народ, да. Как бы вот идет татар по территории Татарстана, да, по Казани, и у него спрашивают: вы кто? Он говорит: а мы татары, мы второй народ, да, то есть это то же самое со стороны пропаганды, да, то есть татары считают себя вторыми у себя на своей родине, да, я уже не говорю о других нациях, да, кем они должны быть, да. А вот я считаю, допустим, да, это все правильно, да, ты говоришь, что это неразрывно должно быть, да, и ты тоже, что, допустим, Айрат Калмыкия и калмыки, да, неразрывны. У нас проблема у всех, да, у всех народов, это стеснение и боязнь, две проблемы. Кто-то стесняется говорить, что я татар, да, а кто-то стесняется, а кто-то боится. Когда мы это уберем, когда мы станем осознанно сильными, когда мы поймем, Татарстан это не какой центр России, потому что рядом Башкирия, там дальше Калмыкия, да, Кавказ это вообще отдельная тема, да, это очень сложная тема, там запутанная, они так битфортовые шнуры понасували, что это там разбираться, я не знаю, да, это голова. Но я знаю, что в центре, да, Татарстан это колос. Татарстан, что-то случится, все, России нету. И поэтому, да, вопрос такой, да, что важнее, татары или Татарстан? На мой взгляд, мы сначала должны стать татарами. Не татаринами, да, как мы сами себя называем, да, как нас русские нам кличку дали, да, мы татары, да, вот когда мы с татаринов станем татарами, тогда мы уже будем как-то задумываться, да. Вот мне кажется, что нам надо, потому что сейчас Татарстан разделен. Мы разделены, как Германия была разделена, как разделена были еще несколько стран русскими, как Северная и Южная Корея разделена. Это русские же разделили все. Мы также нас разделили. Поэтому нам надо стать сначала айрат калмыками, чтобы гордо заявить, да, что я айрат калмык, я татар, я адык, да. Надо так заявить, да, а потом уже мы уже сможем сделать и государство свое, да, и все остальное. Потому что сейчас русские к этому и идут, да, чтобы расформировать все республики, границы убрать. Это к этому идет, потому что... Да. Но слава богу, что до этого, наверное, скорее всего, не дойдет. А почему не дойдет, это зависит как раз от нас, наверное, да? Мне кажется, нужно сделать такое пояснение. Каждый из представителей наших народов и за рубежом, и в пределах России твердо стоит на этом и считает себя, допустим, мокша, ариец, черкес, аварец, гинец, бурят, айрат, калмык и так далее. Но у каждого в мозгах разное наполнение. Вот у нас, у сторонников независимости и ликвидации России, это сопряжено с таким восприятием, что я являюсь представителем народа, который существовал и 300, и 500 лет назад, и который будет существовать и 300, и 500 лет в будущем, если будет, который является обладателем. Если будет существовать. Да. Ну, к этому надо стремиться. Ну, конечно, да. Это не стремиться, это надо за это бороться. Да, каждый из патриотов в этом понимании является сторонником, естественно, независимости. К сожалению, есть полно соплеменников, которые себя считают, да, я, конечно, допустим, якут, но я... Они хотят какую-то новую Россию построить. Татары очень много так говорят, что мы там, а как же русские будут, а как же русский язык будет. То есть они не заботятся о себе, а заботятся уже как бы о тех, которые нас оккупировали, о наших врагах. Вот, и понимаешь, в чем дело?
им дают, преподносят, им навязывают искусственную альтернативу. То есть вот есть путинская Россия, которая плохая. Да, я же об этом и говорю, да. Вот Да, есть, да, совершенно верно. прекрасная Россия будущего. Да, Мы да, будем да, вместе одной семьей жить. Да. Мы вам отдадим, подарим большие права. Вы будете делать у себя на Да, родине да. все, что вы хотите. Они за нас решают. Да. Батер, замечу, что говоря об этом и сталкиваясь с ними, общаясь с ними, они даже не допускают мысли о праве наших народов на самоопределение. Это звоночек. Не просто на самоопределение, они Это вообще... показатель того, что империя всегда возвращается на кругу своя, и она возвращается к своим старым инструментам. А она не позволит себе. поддерживают Они, Я хотел бы можно чуть-чуть- уточнить, они даже не подразумевают нашего права, нашего желания, способности принимать Они решения. отрицают и внушают Да. там, что мы не за вас способны. решим. Мы за Вы вас не решим. способны, да. Это же так же и говорят. Вот большинство представителей наших народов, они же живут в этом вакууме. А не в вакууме, в этом шарике внутри информационной вот этой пропаганды. Нам же десятилетиями в голову вкладывали то, что мы не дееспособные, мы не готовы к государственности. Куда вы рыпаетесь, сидите? Мы вы дураки. прекрасные московиты пришли к вам, мы подарили вам цивилизацию, будущее, мы вам дали все. У нас фактически нашим детям отрезали память о нашем прошлом. Отрезая память о нашем прошлом, у нас не возникает ощущения того, что мы способны самостоятельно жить. Значит, что нужно сейчас нам выращивать, да? Нам нужно какие-то союзы выращивать, да, допустим, как Лига наций, как еще там множество, да, союзов, создаются союзы, или в первую очередь выращивать национальное движение. Батыр, что? К сожалению, этот ответ на этот вопрос более сложен, чем кажется на первый взгляд. То есть здесь на самом деле нет выбора. Вот, я буду развивать только свою татарскую культуру, политику, политиков, активистов и так далее. А вот союзы, допустим, это все не то. Это второстепенно. Нет. Вот вся логика нашей борьбы за свободу и независимость и весь предыдущий опыт, в том числе многих народов и стран, которые вели борьбу за свое освобождение, говорит о том, что надо развивать и это, и это. Вот почему? Один пример. Для того, чтобы разрушить вот эту империю, наши народы должны выступать вместе, одномоментно. Не во время последовавшее после Октябрьского переворота, то есть в годы гражданской войны, ни в годы распада Советского Союза и формирования Российской Федерации наши народы не выступали вместе. Они все шли порознь. Хорошо. И потом, вот как вот эта известная притча о том, что отдельные веточки очень легко сломать, а когда ты пучок берешь, невозможно сломать. Хорошо, ладно. Кассе, ну давай ты. Ну, я думаю, что нужно всегда идти от частного к общему. Вообще мы должны сегодня посмотреть, каждый из нас, у каждого народа свои специфические проблемы. И они, эти проблемы, проблематика, так же, как и география, она очень разная, очень часто бывает. В частности, если говорить об каких-то общих проектах, мы всегда должны сначала определиться, мы активисты в нашем черкесском национальном движении, в айрат-калмыкском, татарском, определиться с целями, задачами и стратегией. Если у нас у всех, по большому счету, цели и задачи совпадают, и вопросы очень многие сталкиваются в тех же болевых точках у нас у всех, то мы должны в интересах наших народов, объединившись,
бороться за общие цели. Естественно, в частности, у каждого своя проблематика, которую мы в частном порядке будем решать. Альтернативы сотрудничеству у нас нет совсем, потому что иначе ничего не изменится. Сейчас я так считаю, мы национальные активисты, наша одна из первых задач подарить нашим народам альтернативу и подарить надежду, насколько мы будем готовы к новому 91 году, насколько наши народы будут готовы к новому 2017 году. Вот это одна из главных наших задач. Мы должны подготовить институты, мы должны подготовить, самое важное, умы и мозги наших соотечественников, объяснить, что мы такой же народ, как и все другие, обладающие независимым статусом, обладающие субъектностью на международном уровне. Я могу сказать, значит, реплика по поводу самоубийства. Да, мы не должны заниматься самоубийством, но вот убийством наших народов занимаются нынешние наши национальные элиты. То есть они просто отправляют на бойню наших соплеменников, людей, которые могли бы принимать участие в строительстве будущего. Они их просто уничтожают. На полях категорически не Украины. согласен называть их нашими национальными элитами. Элитки, В кавычках. псевдоэлит. Да. Это же манкурты самые настоящие. Это просто, это русские с нерусскими фамилиями. Я считаю, что очень важно, чтобы были сильные национальные движения. Почему? В Совке мы назывались советский человек, да, мы с Советского Союза были, да, мы тоже не были, национальности у нас не было, да, не существовало. Мы были советские люди, да. В России сейчас мы россияне, да, нас называют россиянами, да. Вот мы также идем по этому пути и в движениях сопротивления, да, это у нас, я скажу про татар. Вот у нас 10 миллионов населения, в мире у нас 10 миллионов человек, а национального движения нету, лидера нету, да, у нас у татар. Значит, как раз это Кремлю и нужно, да, чтобы не было лидера, потому что идут только за лидером. Когда у нас есть люди, да, которые себе сделали какое-то место, да, назвали себя кем-то, да, и все, да, и вот идет горизонтальная полоса. Потому что в политике, да, если эти люди занимаются политикой, если ты вверх не идешь, то ты идешь вниз, да, такого нету. Ну, это мой взгляд, да, что нету такого, да, ты пошел и все, потому что надо только идти вверх. Как только ты остановился, все, ты опускаешься вниз. Вот если бы было сильное национальное движение, да, татарское, да, допустим, да, потому что нас много, мы не имеем права этого не сделать, потому что мы влияние оказываем и будем оказывать на очень большое пространство в пост России, да, когда это все разрушится. Да. Слово «Россия», слово «русский», слово «россияне» надо выкинуть вообще из головы. Этого вообще не должно быть. И вот что бы я сделал, да? Допустим, я бы национальные движения, которые маленькие, да, я бы помог татарскому движению стать сильными. А татарское движение уже бы помогло более маленьких. Почему, допустим, Эрзя, Мокша, допустим, да, и маленькие народы, да, которые меньше нас, да, они говорят про Идель-Урал, да? Потому что они вынуждены говорить, потому что их мало, да? Они без чужой помощи они не смогут стать независимым государством. А мы, татары, должны стать, когда разрушится это все, да, я говорю, Кавказ я не беру, да, это отдельно, да, но вот в этом регионе, в регионе Идель-Урала, да, мы все равно будем доминировать, хоть как, мы так будем или так, все равно татары живут везде, да, и не может быть такого, чтобы что-то было без татар. Поэтому мы должны не только сильное национальное движение иметь, да, а еще помочь таким народам, как Эрзя, Мокша, создать свои государства. Потому что если нас будут окружать сильные независимые государства, где будет естественная конкуренция, неважно сколько народу, да, можно жить хорошо, даже если у вас 500 человек. И любой народ
имеет право жить независимо от кого-либо. Вот я считаю, что татары ответственны за то, что нету у нас движения национального сильного, то, что я пытаюсь сделать, допустим, да, некоторые пытаются место создают себе, а я вот со своей партией, да, я создаю платформу, чтобы на вот этой платформе кто из татар активнее, тот мог выйти в лидеры, да, потом мы, значит, можем его выдвигать в президенты, в премьер-министры, в чиновники. Вот мы чем занимаемся, да, вот с партией, да, то, о чем как раз я предлагал. Но никакого движения нету. По сравнению с теми же крымскими татарами, да, они встречаются с Эрдоганом, с Зеленским, с тем. Вот я считаю, что мы должны и другие национальные движения как бы объединиться, да, вокруг сильного. А сильный сейчас вообще и в регионе, и там – это Татарстан. Сравнение с крымскими татарами не совсем подходит для случая с татарами Татарстана, потому что татары Крыма – это воюющая нация. Они были захвачены относительно недавно, в 2014 году. На них хлынула вот эта волна репрессий, и уже после начала открытой оккупации со стороны России они приняли участие в защите Украины. Так вот, это сравнение не совсем подходит, потому что... Я почему говорю о том, что сейчас время другое, мы сейчас тоже воюем. Мы воюем 500 лет. Мы воюем 500 лет. И просто сопровождается горячая фаза и холодная фаза. Да? Мы сейчас в холодной фазе. Да? Нас и так убивают, да? Убивают невинных граждан в чужую страну. Да? Просто сейчас у крымских татар горячая фаза. Да? И это же не значит, что мы не можем иметь сильное национальное движение. Вот прям сильно, нам нужно сильное национальное движение. Нет, да. 10 миллионов татар, а такого движения нет. Да, вот это проблема, да, поэтому я и говорю об этом, да, что мы ответственны. Я с буряткой разговаривал недавно, да, на митинге подошла, и она говорит, поговори с моим мужем, потому что он, типа, говорит, прям так, говорит, что он за Россию. И я ему начал рассказывать, я говорю, ты кто там? Да ты вообще, мы никто там. Тем более я европейского еще лица, да. Со мной начинали обращаться плохо, негативно, пренебрежительно, да, когда узнавали про мое имя. А с тобой, говорю, тебе твое имя не будут узнавать, с тобой уже заранее говорят, что ты второй сорт. Потому что даже сейчас организуются отряды, чтобы там нерусские люди вели себя хорошо якобы, да, вот сейчас по новостям проходит, да, а нерусские люди, типа приезжие, да, а калмык не приезжий в Питере или там в Смоленске приезжий, бурят не приезжий, это хотя его страна, да. Мне заявляет замглавы администратор, где 150 человек, говорит, поменяйте имя. Мне говорит. Я говорю, почему я должен поменять имя? Я с Татарстана. Это было собрание в актовом зале. И мне просто, это в Питере было. И он мне заявляет, он не может прочитать, до моей компании дошло момент, и он не может прочитать мое имя. Говорит, вы бы не поменяли. Вот в перепалке дошло до того. Я говорю, вот вы поменяете пол, я поменяю имя. И все засмеялись, меня туда больше не пускают. Значит, если будет сильное национальное движение татарское, если будет сильное национальное движение айрат-калмыкское, адыгское и там башкирское, тогда, объединившись, будет толк. А так, если мы входим куда-то в союзы, мы растворены. Мы выступает, допустим, к примеру, я ничего против же не имею, да, это нужно делать, да, но нужно делать это как-то как представителям, да, чтобы, значит, сейчас развивается, допустим, Лига наций, да, а не развивается национальное движение, потому что о нас никто не знает. Вот, допустим, я езжу, у меня есть флаг, да, татарский, и я уже его хочу убрать, но я не уберу. Кстати, помнишь, когда была акция, мы вместе все были татарская, как люди подходили, узнавая... да, татарский флаг, да. Это там, это с бывшего совка и так далее, да. А за границей нас не знают, нас считают все русскими, потому что мы... Батыр, хотел бы обратить ваше внимание.
наши проблемы очень схожи. У нас, вот ты сейчас сказал о том, что у нас нету сильных национальных движений. Я думаю, что это невозможно в условиях диктатуры и той России, которая сейчас существует. Представим себе образно сейчас. Я говорю за границей. Я сейчас дополню. Представим себе образно, что Российская Федерация – это некий огород. И на этом огороде растет кукуруза, картошка, там, лук, ну и так далее. Представим, что это разные народы. Да, движение – это разные народы. Да? И, понимаете, когда что-то новое начинает прорастать, когда начинают появляться лидеры, там есть человек в виде целых институтов репрессий, как ФСБ, как Центр по противодействию экстремизму, полиция, которая ходит и пропалывает. Ты абсолютно правильно говоришь, Ишат. Возникновение сильных национальных движений в нынешних условиях возможно исключительно за границей. И нужно нам сейчас сосредоточиться, сделать некий мозговой центр, из которого мы могли бы вещать на наших соотечественников и давать новое зерно для размышления. Ну, это вообще касается всех национальных движений, да, всех народов. Я хотел бы все равно дополнить в отношении условий создания сильных национальных организаций. Кроме того, что вы назвали, необходимо, чтобы сошлись и другие условия, чтобы они были реализованы. В первую очередь, это, конечно, еще и поддержка коллективного Запада, западных государств, которые такой поддержки национальным движениям не оказывают просто никакой. Они оказывают определенную поддержку московским оппозиционерам, считая их единственными правопреемниками, да. И правопреемниками, выразителями воли большинства населения России и людей, которые вправе претендовать на будущее. Так вот я об этом и говорю, что мы должны создать, помочь тому национальному движению, я говорю про татарское, да, потому что татар много. Я опять же говорю, я абстрагируюсь, да, от Кавказа, да, это не значит, что вот, а я говорю о нашем регионе, да, вы же тоже, Айрат Калмыки тоже в нашем регионе. Так, в России есть второй народ по численности, да, но национального движения у этого народа нету. Так если мы поможем этому национальному движению, а у нас очень много известных людей. Мне кажется, что люди пойдут и национальное движение будет сильное в том случае, если мы умеем сформировать идею. Идея является важнейшей. У нас идея есть, это независимо. У нас проблема, мне кажется, что одной из наших проблем является та форма, с помощью которого мы пытаемся донести. И, видимо, у нас есть недоработки, мы должны все-таки смотреть. Давайте так, я все-таки выскажусь более конкретно. Значит, во-первых, это, конечно, наши национальные идеи должны все-таки вылиться в какие-то идеи, которые совпадали бы со взглядом, прогнозами, позицией западных стран. Мы никуда не уйдем от того, что сейчас то, что происходит в мире, в большей степени определяет именно Запад. А в составе Запада это прежде всего Соединенные Штаты Америки. Есть, конечно, мелкие игроки типа Ирана, Китая и так далее. Но главное – это Запад. Так вот, нужно, чтобы наши цели совпали с Западом. В том числе необходимо, чтобы все-таки Запад проникся вот этой идеей, что Россия не должна существовать. Это государство-преступник. Я хочу напомнить вам, как историк, что в 20 веке прекратили свое существование и были наказаны, в том числе до ликвидации, несколько, не только империй, о которых мы очень часто говорим, Австро-Венгерская, Германская империя и так далее, а еще и государства-преступники. Ну вот, например, Японская империя. Третий рейх. Ну хорошо, они были расчленены. Ну понятно, хорошо. Да. А они не расчленены были как народ?
Они были... Нет, и как народы их разделили. Но Япония И не разделена. Где разделена? они же потеряли Манчжурию, они потеряли колоссальные земельные завоевания в Юго-Восточной Нет, Азии. Понятно, но они же не разделены были, как, допустим, вот Германия была разделена, как мы сейчас татары разделены. Он имеет в виду коренное ядро, да, на да, котором японское. сформировался японцы, Да. и Япония Естественно, существует. да, Я понял, ушла но- там Корея от них, да, освободилась, да, вот после Второй мировой войны. Я говорю о том, что в любом случае вот эти государства-преступники были наказаны, то есть Россия тоже должна быть Деньгами наказана, наказана, да. но не только деньгами. Россия должна быть ликвидирована, она должна быть разделена. К сожалению, к нашему сожалению, Запад еще придерживается в большей степени позиции сохранения России. Да, почему? То есть они еще не созрели. Да, потому что ресурсы, да, бабки. Потому что 70% от всего Запада хочет, чтобы она осталась, потому что там ресурсы, они качают. Зачем Дело менять? в ресурсах. Не, Нет. подожди. Дело в это... контроле. Нет, ну контроль. Не, подожди, какие взаимодействия? Дело контроль над ресурсами. Вот 70% они хотят, которые получатели, это Германия, это Америка, они не хотят проблем. Это они говорят, что ядерное оружие там или еще что-то, как будто бы если у Татарстана есть разработки или у нас есть оружие, да, и в моей власти будет оставить его или нет, я его никому не отдам. Оно будет там. И я разработаю ядерное оружие, да, в нашем государстве для того, чтобы не было таких вещей, обещаний там или еще что-то, да. И они на нас, это просто для простых людей, они говорят, да вы не справитесь, это же должна быть Россия. Разве калмыки могут справиться с технологиями, да, там, типа, или там, скажем, другие народы, да? Это они так пугают, да, на самом-то деле это все не так. Россия – это не русская территория. Я говорю о том, что и 30% есть Запада, да, которые хотят разделить, не хотят соседа такого. Это прибалтийские страны, это Польша, это там еще вот страны бывшего Варшавского договора, которые понимают, что ее оставить, значит, это иметь неуправляемого соседа. Да, это неуправляемого соседа. Поэтому лучше ее разделить. И каждый говорит о своей выгоде. Они не говорят разделить ее, потому что нужно народам... Они говорят тогда, но на самом деле причина-то другая, да? Все эгоисты, да? Все. Если, допустим, я говорю всегда о татарах, да? Потому что кто? Я татар. Финны говорят, надо разделить, потому что у них сосед такой, да. А Польша говорит тоже так же. Но вот есть 70% Запада, которые не хотят, потому что это контроль. И сейчас, когда делится, понятно, да, что Россия дальше не может в этом существовать, да, а сейчас тоже ищут западные вот эти вот элиты, да, там, или кто контролирует, у кого бабки, там, или еще как-то называется, да, они тоже хотят вот это 70%, да, они хотят организовать чем больше территория, куда будут народы входить, для того, чтобы был контроль. И создается Идель-Урал, там создается еще что-то, да, там еще что-то. Потому что понятно, да, они поддерживают русских, но и понятно, что невозможно удержать народы в этом болоте. Поэтому... Не понимают, на Западе этого не понимают. Не понимают. Очень... Добиваться того, чтобы Запад в правовом отношении признала право наших коренных народов, право на самоопределение. И мы сейчас кое-что делаем для этого. То есть нужно их, совсем грубо это звучит, заставить, принудить, признать наше право на самоопределение и независимость. Соответственно, они будут просто вынуждены признать необходимость через принятие, например, каких-то законодательных актов. Сначала это могут быть декларации, статьи в газете. Я понимаю. Из-за статьи в газете, из-за декларации, что мы собрались в какой-то группе, там, не в группе, а какую-то организацию сделали. Из-за этого не дадут что-то, да? Они будут, посмотрят на тебя, мне говорят, да, что ничего не получится, да, Запад на тебя, допустим, я говорю, да, что Запад на нас внимания не обратит до того момента, пока в Татарстане, допустим, да, не выйдут 100 тысяч человек на улицу, не снесут эту власть. Не будет этого, пока до определенных
позиции или момента, не будет этого. Я вот считаю, что все вот должно произойти очень естественным путем. Вот, допустим, как только возникнет образ разрушения России, на Западе сразу начнут искать. Так, а кого? Вот с той территории Татарстан. Так, а кого там найти? С кем нужно будет пообщаться, проконсультироваться? То есть они сами придут к нам. Я с вами полностью согласен, Батыр. Полностью с вами согласен. Поэтому я и говорил о том, что большей диверсии, чем сама власть в Кремле, которая там засела, не существует для России. И она обязательно приведет к демонтажу, внутреннему разложению. И мы должны быть готовы. Мы должны сформировать и сами сформироваться, чтобы мы стали точкой опоры для этих западных стран и вообще коллективного Запада для будущего. Да, я иногда полушутя говорю, но там очень большая доля действительности. Так вот, о том, что у нас 3 больших геополитических союзника. Это, конечно, Запад, это Украина, которая ведет вот эту неравную борьбу с Россией. И, наконец, это Кремль, который занимается саморазрушением, уничтожением вот этих многовековых основ своего имперского государства. Да. И надо еще сказать о том, что от нас, конечно, тоже многое зависит. Нельзя вот так, как ты говоришь, по национальным квартирам уходить. Сначала давайте поддержим татар, а татары потом поддержат других. Нет, мы должны идти вместе. Мы друг для друга, не для всех, мы только друг для друга открыты. В сотрудничестве. Я же не говорю, что этого не надо делать. То есть у нас должно превалировать коллективное начало. Мы должны идти вместе. Хорошо, давай я... Да. Может быть, я неправильно говорю, да? Давай, смотри. Значит, есть слесарь, да? Есть водитель. Есть, которые там огород копают, да, люди. Вот они берут, объединяются, правильно? Да? Или объединяются директора. Есть директор, есть банкир, есть там управляющий какой-то, да, есть там первый секретарь, да, грубо. Или они объединяются. Втроем представляем 3 наших калмыцкий народ, татарский народ и черкесский народ. У нас у всех цель одна. Если у нас цель одна, естественным образом мы сегодня собрались втроем и обсуждаем, и мы друг друга понимаем. Есть частности, по которым мы можем поспорить, но принципиальных разногласий у нас нету. Так, если нет у нас разногласий, у нас одна и та же цель, давайте объединяться и будем идти к общей цели. И точно так же все остальные, кто ставит такую же цель для своих народов, мы все будем соединяться и бороться за свои права. Это естественно. И у нас есть очень сильная позиция. Мы не просто представляем наши народы. Вот эти элитки, которые сейчас возглавляют наши республики, не являются нормальными представителями интересов наших народов. Потому что мы предлагаем альтернативное будущее. Будущее, в котором наши народы будут не только сохраняться, но и развиваться. А они предлагают нашим народам постепенное угасание, роль второго сорта, ассимиляция и так далее. Мы полновесные, полноценные представители. Да, хорошо, я понял, да. А как мы это делаем? А мы это делаем, к сожалению, пока не умело. Вот, да. И неэффективно. Да, почему? Потому что вы делаете это в колхозе. Поэтому я и говорю, что... Мы не делаем в колхозе. Подожди. Очень раздельно. Хорошо, смотри, я тебе про это и говорю. Почему я опять про татар скажу, да? Почему я говорю про татар? Ну, потому что я татар, да? Ты, Айрат Калмык, ты должен про них говорить. Он бурят, он про бурят. Он про то говорит, да? Ну, я, к примеру, да, говорю. Значит, почему в Татарстане люди спят, да? Ну, потому что он просыпается утром, он смотрит русский телевизор. По дороге едет, он включает радио, там все почти что на русском, да? Спят под пропагандой. Почему важно национальные движения сильные, да? Которые будут входить в какие-то союзы. Я же об этом говорю. Я не против какого-то союза. Но я говорю о национальных движениях, потому что
татар могут поднять только татары, потому что Айрат Калмык придет, и он не сможет объяснить, не только потому, что он языка не знает, допустим, да, даже если он будет знать, но потому что татары будут на него так чуть-чуть по-другому смотреть. Но нет, об этом же никто не говорит. Так я и говорю. Да. Вот я да. тебе предлагаю приземлиться немножко, быть конкретно. Вот давай возьмем Соединенные Штаты Америки. Здесь для того, чтобы достигнуть наших целей, общих целей, национальных отдельных целей, а наших общих целей, Так. нам нужно действовать Вместе. совместно. Да. Я говорю чуть-чуть о другом. Я говорю, чтобы разбудить татар, это должны быть татары. Только татар. Путь к освобождению Но. идет не только через Татарстан, но и Ну, через, конечно, нет, через да. Киев, Да. через Вильнюс, Варшаву, Нью-Йорк, Вашингтон и так далее. То есть, например, на уровне Верховной Рады будет принят документ, который признает украинский народ, украинское государство признает право на независимость татарского народа. Не только референдум 91 года, а это будет первый шаг по международному признанию. Смотри, понимаешь? идет 3 года война. Почему не признают? Почему? Не признают. Почему? А кто ведет Они работу? воюют. Так, ну, я же тебе об этом В говорю. украинском парламенте тоже должны вести работу. Так я Не тебя, только татары, я же но об и этом и другие как раз мы народы. туда и приходим, да, что за татар в Украине, в Америке, там где бы то ни было, должны говорить татары. Татарское сильное национальное движение. Я тебе об этом говорю. Вот сейчас мы рабочие, которые мы пришли в колхоз, и кто-то там тяпкой делает, кто-то еще. Мы такие. А если у нас будут сильные национальные движения, и мы тогда объединимся, тогда мы будем силой. Я тебе говорю, выращивать надо, но это не значит, что не надо нигде Я участвовать. твою позицию понимаю, но я хочу расширить твой взгляд на современность, на И второе еще я тебе договорюсь. Украине мы не нужны. Вот, например, татарский вопрос. ошибка. Подожди, да, послушай, это политика, да? Я не политик, но давай я тебе политику расскажу, как я думаю, да? Я, может быть, не прав, а может, прав. Мы же, как Кассе говорит, собрались, да? Смотри, значит, татарский вопрос они признают в самую последнюю очередь. Почему? Потому что там крымские татары. Значит, Подоляк уже там заявил, да какие крымские татары, это украинская территория и все. Это государство наступает на русские грабли. Потому что это каждый народ должен жить независимо. Если они признают татар, независимость Татарстана, да, это будет как бы эхом для крымских татар. Это, Вот смотри, это мое, да. Ты сейчас просто совершил подмену. Мы говорили о татарах Татарстана. Ты перешел на тему крымских татар. Это неправильно. Не, я тебе говорю о том, что ты говоришь, не признают или не признают суверенитет Татарстана. Я тебе говорю, что не признают, потому что есть причина. Да. Я тебе скажу, доводов на самом деле много. Я тебе скажу основные. Во-первых, Украина никогда не будет свободна, если Россия будет единой и не появится независимое государство наших народов. Никогда не будет она безопасна. Я это всегда говорю, да. Все правильно. Поняли. Да. Кроме того, Украина на самом деле неоднородна. Много групп. Поэтому не все поняли. Поэтому не все поняли, да. Надо сказать, что такая работа в Верховной Раде ведется. И за интересы Татарстана в Верховной Раде должны выступать чеченцы, черкесы, ингуши, Айрат Калмыки, крымские татары и так далее. Я тебе говорю, что Украине как государству татарскую тему поднимать нежелательно. Потому что у них крымские татары. Вот и все. Вот я о чем говорю. Это мое личное мнение. К этому мнению хотел бы высказаться. Подоляк, что бы ни сказал, да, это фигура, которая сейчас на экранах, которую мы все знаем. Но нужно заметить то, что Украина – это свободное общество и свободная страна, свободное государство, в отличие от России. Что бы Подоляк ни заявил, но общество, там есть конкурентные выборы, там есть меняемость власти, общество
может выбрать другого, не Подоляк, а Шевченко выбрать некого Шевченко, который наоборот поддерживает ту идею, о котором ты говорил. Поэтому внутри России никаких шансов у крымских татар, у татар, у черкесов, у айрат-калмыков, бурятов не существует. А вот у крымских татар в составе Украины существует такая альтернатива и возможность в дальнейшем самоопределиться крымским татар. Украина – это часть западного мира, и они себя позиционируют. И именно поэтому сейчас Россия напала на Украину и ведет там вот эту бессовестную войну. Да, может быть, да, может быть. Украина сейчас как государство еще не состоялась. Оно сейчас борется. Повторяешь, да, русские нарративы. Подожди, нет, подожди. Я не повторяю русские нарративы. Я говорю, что если вот смотри, прибалтийские страны, да, все, там все, понятно, все понятно, да. Туда влезут русские, не влезут русские. Уже там понятно, что они не придут никогда в этот совок, правильно? А у Украины такая возможность существует. Хотя бы потому, что русские могут оккупировать Украину. Или часть Украины. Ну, я предполагаю, я не знаю, что... Мне без разницы, что русские говорят. Причем здесь это... Причем, зачем вы мне говорите такие вещи, что я русские нарративы? Я просто вижу, что там деньги, которые, допустим, высылаются, да, я же это все вижу с информацией, да, собираю, высылаются, они разворовываются, что не хватает не потому, что, допустим, помощи, да, она и так небольшая, да, помощь, да, но ту помощь, которую дают, ее все равно воруют, это же правда. Советского Союза. Да, да, вот я об этом и говорю, да, что пока она же борется, она в крови, и поэтому она еще не состоялась так, как государство должно состояться, она слабая, потому что она воюет, я в этом говорю, в этом, да, говорю, да, не говорю, что нет, это не государство, конечно, государство, но оно воюет, оно слабое. Сейчас придет как его, Леонид Ильич, он ушел, это Леонид Ильич Байден ушел, а придет Трамп, прекратит поддержку. И все, и что будет Украина делать? Все, что будет делать? Поэтому я и говорю в этом смысле. Но в любом случае, ты знаешь, ты должен признать, что Украина – это главный зарубежный союзник Татарстана независимого. Я это всегда говорю в видео, я всегда об этом говорю. Я говорю, надо поддерживать. Это никакой нотки нету здесь. Но так как мы находимся в свободной стране, и мы можем говорить то, что, как кажется мне, да, допустим, я просто говорю, как я вижу. Если бы я на месте был бы Украины, грубо говоря, да, я бы что сделал? Я бы на следующий день признал бы айрат-калмыков и всех. Это выгодно Украине или не выгодно? Выгодно. Вот. В каком смысле выгодно? В том, что чем больше там каша-малаша в России, тем будет легче, правильно? Снутри. В первую очередь Украине будет выгодно, чтобы Россия не существовала. Я об этом и говорю. А как она должна не существовать? Свне это очень сложно сделать. Только снутри она. Первая мировая война, это снутри пошло, развалилось снутри. Совок развалился снутри. Это причины мы не будем называть, да? А сейчас что? Это тоже должно быть снутри, потому что снаружи идиотам, которые идут воевать за вот эти унитазы, им не объяснишь, что о свободе не объяснишь. И поэтому она только снутри может. Значит, Украине выгодно, чтобы признать все народы независимыми, да, признать. А почему не делать так? Работа ведется. Почему? Я понимаю. На следующий день, принято. Я понимаю, да. В отношении чеченцев принято. Да, потому что они воевали, потому что кровь, они не могли этого не сделать, да, потому что Запад тоже, да, там или что. А почему бы с политической точки зрения не признать всех? Татарстан не признать, допустим. Эта потому что ведется. Вот, я знаю, думаю, в этом году такое постановление будет принято. Хорошо. А сколько умерло людей? Погибло сколько людей, сколько беженцев, сирот, сколько детей русские забрали к себе. Поэтому на второй день войны нужно было такой указ создать. Все, что вредит России. Ну, так и сейчас не созрели. 3 года прошло. Нет. Это надо было сделать давным-давно, правильно? С нашей точки зрения, да. Да, вот и все. Значит... Но ты посмотри, какая динамика изменения настроений. Угу. И даже
политическая позиция Украины с начала войны. Ведь они стали значительно умнее и более решительнее в борьбе против России. Вот я тебе могу на примере соседнего с Узбекистаном, Казахстаном продемонстрировать, проиллюстрировать ситуацию. Там российское правительство, Россия осуществила захват атомной отрасли Казахстана. До этого они захватили рынок зерна, там машиностроительная и так далее. Но это все временно, это все повалится. И вот эти капиталы российских олигархов, российских приближенных Путина будут просто перехвачены, бизнесы их просто выбросят из Узбекистана, из Кыргызстана, из Казахстана. Точно так же, как в свое время сделали в Украине, годы. У них, получается, союзнические отношения поддерживают только с Ираном, Сирией, Северной Кореей, в какой-то степени Китаем, который очень стесняется своих отношений с Россией. Совершенно верно, ты правильно говоришь. И через 100 лет границы совершенно другие будут. Да. Но сейчас, хоть это и временно... Для нашей жизни границы будут другие. Отлично, отлично. Я только за. Я согласен. Я с вами согласен. Мы должны добиваться, чтобы при нашей жизни это случилось. Ну да. Но все равно, я вот еще раз хочу к американской теме вернуться. Мы живем здесь, в американской земле. Добиваться от американских властей большего внимания к нашим нуждам, интересам, нашему будущему. Здесь есть 300-600 станций Лукойла. Налоги, поступающие от этих заправок, убивают каждый день украинцев. Калмыков, черкесов, татар убивают. Это же тоже можно сделать. Деньги больше остаются, конечно, на Западе, но все равно... Это не важно. Копейка, да, конечно, это служение Кремлю. Даже $2 пошло, этого не должно быть. Пожалуйста, вот масса, если ты говоришь про Америку. Но никто ничего не делает. Понимаешь? Потом Но это массовые публичные акции. Да. А мы еще должны заниматься лоббистской деятельностью, продвижением наших интересов в коридорах американской власти. Да, смотри. Согласен? Да, согласен. Только, значит, пока не будет конкретных сильных действий на земле, эти документы лоббистские будут продвигаться, скажем, год или два. К примеру, а на самом деле 10-20 лет. Если мы выведем организованно, да, если мы выведем 10 тысяч человек к зданию ООН, то тогда лоббистские интересы пойдут быстрее. Я вот об этом говорю. Так я об этом и говорю, различные формы. Это даже не просто пропаганда. Хорошо. Мы ведем войну. Войну с этим государством-убийцей, которое в течение многих веков уничтожало наши народы. Миллионы представителей наших народов, нашу культуру, язык, литературу, все уничтожило. Да, совершенно верно. Хорошо, Кассе, смотри. Московские оккупанты или русские оккупанты? Московиты. Московиты, да? Московская империя. Я не считаю и считаю неправильным говорить, что русский народ является нам врагом. Есть государство. Не является врагом. Не является врагом. Хорошо. Русский народ такая же жертва этой системы и этого государства. Я бы даже настаивал бы до такой формулировки. Нет, это все правильно. Но я с большим уважением отношусь и к мнению отличного от моей. Но тем не менее, я считаю, что это будет правильно. Хорошо, да. Батыр. Хотя у понятия «русский» очень много смысловых... Без дебрей давай, без дебрей здесь. Несмотря на все это, мы по-разному воспринимаем слово «русский». Я имею в виду наш народ, сами русские, зарубежные какие-то представители. Для нас вот. Русские оккупанты или московиты, или московские оккупанты? Значит так, Конституции Российской Федерации русский народ, причем при подавляющем большинстве русского народа, был объявлен государствообразующим, то есть народом первого сорта. Это очень хорошо, все остальные народы. Это очень хорошо. Я объясню чуть попозже. И даже третьего и четвертого сорта. Да, правильно? Совершенно верно, да. Значит, русские взгромоздили на себя
Огромная ответственность, полномочия. И оно огромная ответственность, да. которые не понимают, о чем идет Да, речь. Да. То есть получается так, что они сами взяли на себя ответственность да. за действия российского государства. Кстати, наше государство не российское даже, оно русское государство. Потому что все, что делается все правильно. Да. делается в конечном итоге в интересах русского народа. У меня есть вопрос к вам. Так в итоге. У меня есть вопрос к вам по поводу сказанного. Означает ли это, исходя из той логики вещей, которые вы сейчас рассказывали, что мы, в кавычках, второсортные народы, имеем право отказаться от второсортности и выйти из этого государства и больше не иметь отношения с государствообразующим народом? Русского человека и нерусского человека. Еще очень важное обстоятельство. То, что если сейчас провести опрос, подавляющее большинство русского народа выступит против выхода наших народов в России и образования независимых государств. Так, и ответ на вопрос: русские оккупанты или российские оккупанты? Это непривычнее, но это ближе к действительности русские оккупанты. Смотрите, для меня есть русские, а есть русские оккупанты, да? Русские, это для меня, допустим, это мои друзья. Они меня понимают, они знают, чем я занимаюсь, они меня поддерживают. А другой говорил: я русский. Я говорю: ну, вообще-то у тебя и фамилия не русская, но он русский. То есть, вообще считается тот русский, да, кто себе говорит, что он русский, правильно? Ты от этого не отнимешь. А если ты скажешь, что ты бурят, да, но ты калмык, да, ну ты будешь бурятом, правильно? Ну так, как себя сам определяет человек, так и бывает, правильно? Значит, только история и выход из этого мордора, из вот этого тумана пропаганды, часть людей становится теми, кто он на самом деле является, да? Вот. Вот эти друзья, и еще там родственники у меня есть, да, они русские, да, которые поддерживают, которые все понимают. А есть русские оккупанты. Это 99,9%. Это русские оккупанты. Мы должны так и называть. Когда немецкая Германия напала на Россию, на Советский Союз, мы до сих пор все называют немецкими оккупантами. Почему сейчас они напали также не только там на Грузию, на все народы, да, они напали на полмира. Почему они не русские оккупанты? Я отвечу на это. Дело в том, что иногда формулировки вот такого вызывают отторжение, негатив и воспаление У кого? некого неадекватного отношения к простым русским, которые ни в чем не виноват. Нет, я считаю, что мы... Вот смотрите, да, я, допустим, много раз задаю себе вопрос, да, почему мой дед, мой бабай, почему мои предки не боролись, ничего не делали. Я не хочу, допустим, да, чтобы мои потомки говорили, почему Иршат Бабай не боролся там, а сидел просто, да, поэтому я, как простой татар, когда за независимость, да, за свою независимость, за нашу независимость, я, как простой татар, когда я мог начать говорить, я начал это все говорить. У меня просто настолько у меня накипело все, да, и на самом деле я просто благодарен Богу, что Он мне дал эту возможность, да, потому что не каждый может, потому что я же говорю, первое это стеснение, а потом страх. Мы боимся, да. Я знаю, что меня судить не будут, не приедут и не будут судить, да. Мы это все должны осознавать, правильно? И вот этот простой, ты говоришь, русский, да, это от него зависит, кто у него во власти. И ты спросил этого простого русского, вернее, не надо ничего спрашивать. Приедь в Рязань, в глубинку русскую, и со своим лицом, и скажи: меня зовут Кассе. И ты увидишь простого русского человека, потому что я везде был. И меня встречали, по-моему, а я в Питере жил. Питер – это самый фашистский город по отношению к нерусским. Может быть, не приезжим, а к нерусским. Я рассказал историю, как меня официальное лицо, замглавы администрации сказал, чтобы я имя поменял. Почему я должен имя менять? Когда я разговариваю по телефону, у меня же акцента нету,
со мной разговаривают. Как только я говорю, как зовут, Иршат, все, пик. Это о многом говорит, что в объявлениях написано только для славян. Ну что такое, мы собаки, что ли? Поэтому надо... А кто не понимает, они нам не нужны. Они нам просто не нужны. Я заметил 2 года, 3 года назад, я всегда говорил русские оккупанты, да, потому что они оккупанты. Я заметил, что кто не говорил так, и кто мне замечания делал, они сейчас вовсю так говорят. И в интернете тоже, и в Ютубе тоже везде заметно, что люди понимают, потому что это правда. Это не потому, что надо какая-то ненависть есть, да. У меня ненависти вообще нету. Я жену ругаю, потому что она хочет жука раздавить. Я беру жука и выгоняю. Я мух выгоняю из дома, я не убиваю. Да, у меня ненависти никому нету. Но правда есть правда, правильно? Нужно же правду говорить. Я на этот счет хотел еще такой аспект затронуть. Одно дело, мы относимся в целом русскому народу, который в большинстве своем поддерживает политику своей власти и демонстрирует очень часто и имеет вот это пренебрежительное отношение к нам, к нерусским народам, которые являются их согражданами. А у меня вот это отношение к русским определяется 2 основными показателями. Это, во-первых, отношение к моему народу. Во-вторых, я в свое время зашел на более такую высокую ступень, что ли, обобщения действительности. Это отношение к праву на создание независимого государства моим народом. Да. Если русский человек признает мое право и право моего народа на независимость, во-первых, и во-вторых, если он хорошо и уважительно относится к культуре, языку, вообще к моему народу, я его уважаю. Я так и говорю. Давайте не забывать, в каких условиях не только русские, но и наши народы живут. Согласитесь, что вы сможете... То есть не только наши народы, но и русские живут. Сейчас, подождите. Хочу сказать, каждый из нас знает десятки людей из наших же национальностей, которые более русские, чем самые русские, которые с флагом, удивительно, по уставу в вооруженных силах, кроме как российского флага, там, эмблем, там, названий, не должно быть ничего. С 22 года формируются национальные подразделения. На их кепки и шапки в буквальном смысле клеются национальные флаги и пускают на местные штурмы. Для чего это делается? Они хотят показать всему миру, и в первую очередь Украине, то, что и обмазать нас всех вот этой горькой, дикой, красной кровью преступления и сказать, что все народы равным образом, как и мы, русский народ, участвовали в этом и несут ответственность, и мы все одинаковы. Да, это посыл на весь остальной мир. А еще и героев ищут национальных. Сейчас такие сказки идут, не сейчас, а вообще, да, русские создали, что Казанское ханство брали татары, да, татары. Как раз, не дай бог, да, если русские, допустим, бы оккупировали Украину, смогли бы оккупировать, да, но этого не будет. Я просто говорю для примера. Через 100 лет в учебниках будут написано, что на Украину русские не нападали. Это нападали черкесы, татары, буряты будут про бурят, потому что такую пропаганду, это же специально русские там послали, да, чтобы они вырезали, как ты говоришь, больше русские, да, с национальными эмблемами. Это специальная пропаганда. Маленький пример приведу, очень хороший пример ты сделал, прям в точку попал. Вот это все применяется сейчас в отношении черкесов, когда мы поднимаем вопрос о признании геноцида. И нам все время говорят следующее. Вы обращаетесь к Украине, которая в огромном своем массиве воевала против Черкесии и осуществляла акт геноцида. Грузины то же самое. Грузинские подразделения в составе российской армии воевало против вас. Но тут нужно, очень важно, разграничивать и понимать, что у Украины не было своего государства, не было государственной воли. Они как подневольные, их рекрутировали и как пушечное мясо пустили на Черкесию. И точно так же поступили и в отношении Грузии. Грузинское государство не существовало. Грузины как народ с нами никогда не воевало.
И украинцы с нами никогда не воевали. Они всего лишь под крылом. Они таким образом подают не столь образованным черкесам, которые не знают еще сторону и сомневаются, вот эти фальшивки подбрасывают в виде пропаганды по всем интернет-утюгам, по телевизору. И настраивают таким образом, внутри создает некую точку кипения противодействия национальным активистам, которые говорят совершенно другое и на других позициях, и выступают против этой имперской гидры. Хорошо, смотрите. Значит, мы подошли к такой точке, да? Значит, когда решается судьба нашего народа, да? Значит, Айрат Калмыкия. Значит, как будет добываться независимость? Через кровь, через отрицание всего русского, через или еще что-то? Каким образом? Твой ответ. Я готов на любой путь ради независимости моего народа. Ты по какому пути? Мы должны апеллировать к международному праву, к Западу, в том числе. По-другому у тебя не будет независимости. Ты пойдешь через кровь? Ты пойдешь? Можно я отвечу? Да. Дело в том, что путь крови будет инициирован не нами. Есть два пути. Или такой, или такой. Какой ты предпочитаешь, чтобы... Вот какой ты предпочитаешь? Я предпочитаю мирный путь. Ну, все, да, наверное, мы предпочитаем, да. Хорошо, пошел бы ты на кровавый путь для того, чтобы освободить свою землю? Естественно. Хорошо, все, ты. До последнего будем добиваться мирного разрешения этого вопроса. Хорошо. Когда настанет некая точка, Она настала. Пойдешь? Возврата, безусловно, я часть Всё, своего хорошо. народа, я буду одним из первых. Какая сейчас проблема, да? Мы смотрим, история прошла. Какая проблема? Вот, Батыр, ты сказал про Советский Союз, да? Значит, свобода, которая достается просто так, нет у нее цены. Значит, самое сильное государство сейчас из всех постсоветских стран это будет Украина, потому что она вынуждена была проливать кровь. Да? Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, вся Средняя Азия, все находятся под русскими. Вы согласны? Так или иначе, правильно? Ну, согласны? Да. Потому что мы видим, что развития там нету, ничего нету. Экономика плохая такая же, как у русских. Казахстан такой же, потому что они зажаты русским миром. Посмотрите на прибалтийские страны. Там пенсия выше, чем средняя зарплата в России. Чем даже она намного больше. Это о чем говорит, да? Если, допустим, татар сейчас невозможно объединить. Они объединятся, я просто говорю, я не говорю, что я так бы сделал или так, да, я просто говорю про свой народ, да, потому что про ваш народ я не очень хорошо знаю, я извиняюсь, да, потому что, как про свой. Значит, что нужно татарам? Татары объединятся, и любой, и ваш народ тоже, только через кровь, потому что других способов сейчас нету, вот абсолютно. И для того, чтобы, да, вот этой крови не было, да, чтобы было объединение на другом уровне, да, как раз мы и создали партию. Потому что если мы сейчас донесем, а это наша задача, да, вот татарского движения, донесем, что это за партия, что существует такая партия, что название у нее Янарыш, Возрождение, потому что нам нужно умереть и возродиться. Нам нужно переродиться, нам, татарам. Иначе мы не объединимся. Только или кровь, или добровольное объединение через какую-то структуру. Вот эта партия. Пока лучшего нету. Поэтому мы это и создали. Большое вам спасибо. Благодарю я вас, да, что вы пришли, что мы собрались. Бигзу Рахмат Сызга. Пишите в комментариях, какие темы поднять. Мы соберемся через несколько дней, надеюсь, снова. Хочу поблагодарить за то, что пригласил, за то, что у нас состоялась такая интересная беседа. На самом деле. Это мы с Батыром придумали, кстати, да. Отличное начало. Не, это с Батыром. В долгий, добрый путь. Да, хорошо. Спасибо, друзья.